Убирать дороги в районах станет проще. 69 машин для коммунальщиков сегодня отправились в районы. В преддверии снежной зимы подарок от президента как нельзя кстати. Для кого Новый год отдых, для наших муниципалитетов это двойная нагрузка. Обеспечить дороги, обеспечить чистоту, тепло, газ, электроэнергию. И, конечно же, вот эта техника уже в этот Новый год будет помогать нам решать те задачи, которые возникают. Погрузочно-уборочные машины, мини-погрузчики и автогрейдеры. В ближайшее время районы получат еще 86 машин. Коммунальная техника, особенно такая современная, она очень востребована, очень нужна. Если говорить о нашем районе, об Игуминском, мы на самом деле район, который наиболее подвержен снегопадам, мобильным осадкам. Поэтому, конечно, для нас это большое подспорье. Вручение машин стало традицией в преддверии съезда Совета муниципальных образований. На развитие территорий по федеральным и республиканским программам направлено 96 миллиардов рублей. Это строительство и ремонт школ, детсадов, дорог, поликлиник, объектов спорта и культуры. Лидеры в комплексном развитии – Сабинский, Кукмарский, Буинский, Пестричинский и Апастовский районы. Но сейчас главные задачи органов власти всех уровней – снижение заболеваемости и возвращение к нормальной жизни. Однако муниципалитеты не дорабатывают по вакцинации пожилых. На местной власти особая ответственность. Во-первых, строгое соблюдение ограничений. Мы каждый раз проверки проводим, достаточно халатно в некоторых местах к этому относятся. Организация вакцинации населения, формирование коллективного иммунитета. Но другого пути нет, кроме вакцинации. Следующий год цифровизации требует серьезной работы и финансовых вложений, говорит президент. Муниципалитеты получают компьютеры на 110 миллионов рублей. Теперь остается вопрос кадров, оперативного реагирования со стороны местного самоуправления требует работа с обращениями граждан, заявил Рустам Миниханов. В этом году информационной системой инцидент-менеджмент выявлено более 55 тысяч обращений. В народном контроле 80 тысяч. Больше всего жалоб от жителей Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского, Елабужского и Альметьевского районов. Самые проблемные вопросы граждан – благоустройство, ЖКХ, дорожное хозяйство, социальное обслуживание и общественный транспорт. За последние 5 лет только по Альметьевскому видим цифру, она аналогична для всех коллег. Пассажиропоток упал примерно в 2 раза. Конечно, перевозчики столкнулись с серьезными убытками. Их невозможно компенсировать полностью из нашего местного бюджета. Также для сохранения городской маршрутной сети прошу вас, уважаемый Рустам Галеевич, рассмотреть возможность включения статьи расходов транспортной услуги в бюджеты наших городов, районов. Общественный транспорт – это качество жизни граждан, отмечает президент. И здесь не только денежные вопросы, но и организационные. Проблемы, которые озвучены, надо системно сесть и посмотреть. Там без системных решений, наверное, быстро навести. Надо, во-первых, порядок и поставить людей, которые прозрачно и эффективно работают и заинтересованы. Там не только денежные вопросы, там и организационные вопросы есть. Во многих районах есть проблемы с водоснабжением. У нас остаются глобальные проблемы водоснабжения в районе, не только в селах и в городе Кукмар. Вот мы из-за этого приняли решение сделать проект, заявиться на федеральный центр с 7 поселениями. Конечно, у нас есть самообложение, которое у нас, население нашего района очень активно участвует. За счет этого только у нас в 6 поселениях сделали проекты на водоснабжение, общая сумма более 200 миллионов. Татарстанцы в этом году собрали 300 миллионов рублей по программе самообложения. Республика выделила еще 1 200 000 000 рублей. Экзам Губайдуллин остановился и на новом законопроекте, меняющем систему организации самоуправления. Ассоциация видит в нем упразднение сельского поселения как первичного звена. При внесении изменений в законодательство следует предусмотреть меры, гарантирующие доступность власти для населения. Не стоит забывать, что власть тогда эффективна, когда она близка к народу. Совет муниципальных образований планирует участвовать в обсуждении нового закона совместно с депутатами Госсовета и Госдумы. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.